Мы рады сегодня приветствовать международного эксперта в области качества образования, цифровых технологий Коптелова Андрея, доцента Государственного университета Сэма Хьюстона, директора Центра международного образования, координатора программы обучающих технологий. Андрей, вы не первый раз у нас в городе. Какие впечатления у вас? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что всегда, когда у нас появляется возможность приехать к вам в город и приехать в республику, то это большая честь и большая радость для нас. Впечатление самое хорошее. Ну, во-первых, погода замечательная, не так холодно, не так жарко. Во-вторых, люди достаточно веселые и очень-очень гостеприимные. Город становится более благоустроенный, чистый и красивый. Мы вчера прогулялись вечером по городу и получили огромное удовольствие. Мы бы хотели еще услышать, с чем вы приехали, с чем хотели бы поделиться с нашими слушателями. Ну, конкретно мои выступления были посвящены в большей степени применению технологий в области образования, потому что сейчас на самом деле возникает очень противоречивая проблема. Мы все время, так сказать, пропагандируем, даже не пропагандируем, а предлагаем рассмотреть возможность большего использования технологий, смотрим, какие можно использовать методы, какие конкретно технологии, инструменты будут полезны в образовании. Но сейчас возникает такой аспект, что все эти новшества, они вызывают определенную зависимость, особенно у молодежи. И поэтому вот этот противоречивый аспект, который существует, то есть применение технологий как в нашей жизни, так и в образовании уже остановить невозможно, и, безусловно, они будут использоваться все больше и больше во всех областях жизни, а мы хотим подготовить учителей к будущему, то есть от этого уже не уйти. Но с другой стороны, также очень важно учитывать, каким образом оставить людей, оставить детей, детьми и людьми, чтобы они общались между собой и не ушли полностью в какой-то виртуальный мир. Вот этим я хотел поделиться с педагогами, хотел услышать их мнение, их точку зрения. Ну и также рассказать о том, что мы делаем у нас в университете и что мы делаем с другими нашими международными партнерами в этом направлении. Какие перспективы, дальнейшие перспективы сотрудничества с институтом и школами-участниками проекта вы видите? Я вижу самые положительные возможности и, в общем-то, мы очень надеемся на продолжение нашего сотрудничества. Мы говорили с директором института о том, чтобы сделать подобные семинары ежегодными, так сказать, создать традицию этого дела. А со школами было бы очень интересно сотрудничать, потому что у нас есть много общего и есть кое-что другое, что могло бы, так сказать, взаимообогатить нас с обеих сторон. 2019 год – это юбилейный год института. Нам исполнилось 80 лет в конце февраля. Пару добрых слов и пожеланий от вас. Ну, прежде всего, конечно, поздравления. Это здорово, что институт отмечает такой знаменательный юбилей. Я отметил, что институт развивается, что он становится не старше, хотя 80 лет, а наоборот, так сказать, моложе, симпатичней, очень такой творческий коллектив, очень интересные проекты. И я желаю вам продолжать вашу работу, помогать учителям. Это очень важно, потому что, помогая учителям, так сказать, создаем наше будущее. И мы очень хотим продолжать дружить с вами и сотрудничать над теми проектами, которые вам интересны, и делиться нашим опытом, а также учиться от вас. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Желаю вам также успехов и ждем вас в гости. С удовольствием. Спасибо.